Продолжаем освещать лесопожарную обстановку. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сложная ситуация сохраняется у села Кылаи Усть-Алданского района. Там огонь приблизился к населенному пункту на 150 метров. И вот как прокомментировал обстановку заместитель главы села Семен Бурнашов. Вокруг села проведена опашка, встречный отжиг. Значит, с северной стороны сейчас в настоящее время проводится отжиг. Это протяженность отжига составляет 7 километров. С юго-западной стороны сейчас производится отжиг. К сожалению, минерализованная полоса, устроенная позавчера и вчера, который мы проводили отжиг, из-за сильного ветра огонь перекинулся. И сейчас экстренно проводим встречный отжиг. И пришла информация о том, что огонь вплотную приблизился к мостовому переходу через реку Танда. И едем туда спасать. Тем временем Айсет Диколаев и начальник главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин на вертолете Ми-8 прибыли в село Бяськуэль горного района. На борту находились и бойцы авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, которых забрали для наращивания сил. Эти фото предоставлены оперативным штабом. А Министерство внутренних дел оперативно восстановит утраченные документы при пожаре в селе Бяськуэль. Отдельным приказом в населенные пункты Бяськуэль и Кептин откомандированы 12 сотрудников отделения МВД России по горному району для оказания помощи жителям. Напомним, что с начала июля личный состав отделения переведен на усиленный режим несения службы. Помимо своих служебных обязанностей, полиция горного района занята и на тушении лесных пожаров. Всем гражданам, чьи документы пострадали во время пожара, управление по вопросам миграции МВД срочно их восстановит. Для всех желающих выехать из горного района будут курсировать автобусы. Это обеспечит организованный выезд и снизит загруженность трассы. В настоящее время из села Бяськуэль в село Бердигистях вывезли 79 человек, из них 60 детей. Организованы пункты временного размещения в Бердигистяхе, в школе-интернате и в многофункциональном спортивном зале. Все пункты размещения обеспечат раскладушками и спальниками. Свыше 300 комплектов уже направлены в район. Госком ОБЖ обеспечит горячее питание и питьевую воду всем, кто находится в пунктах размещения. При необходимости населению окажут медицинскую и психологическую помощь. Работники Центра психологической помощи находятся в горном районе. Для недопущения фактов мародерства дополнительно рассмотрят вопросы охраны порядка в селе Бяськуэль. Мы все усилия направили. Соответственно, мы с селом, с центром горного сегодня налаживаем связь, сделаем устойчиво, чтобы была связь, чтобы могли все родственники узнать, как нахождение, что, чего, чтобы могли между собой общаться. Команду я дал такую, чтобы все провайдеры подключились и сделали увеличение этого трафика, чтобы там не завис интернет. Соответственно, задача сегодня накормить, то есть мы направили и готовим кухню, то есть на эти 2 суток. Администрация города Якутска отправила 10 единиц техники в горный Улус. Это 8 водовозок Якутдорстрой и 2 автобуса ЯПАК. Кроме того, согласно решению Республиканского оперативного штаба, Союз Авто выделяет 5 автобусов, сообщил руководитель управления ГО ИЧС Якутска Виталий Бабинов. Михаил Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за природных чрезвычайных ситуаций. Также должны предусмотреть возможность оказания помощи гражданам, потерявшим жилье из-за подтопления, даже если ранее им уже выплачивались средства на капитальный ремонт после предыдущих паводков. Срок исполнения этих поручений установлен до 1 сентября текущего года. Возвращаемся в Якутию. В Кобяйске энергетики отключили электроснабжение из-за лесного пожара в селе Кальвица. Также в поселке Сангар по заявке пожарной охраны отключили линию электропередачи. По предварительной информации, будет производиться встречный ПАЛ с урегулированием пожарной обстановки. В поселках электроснабжение потребителей восстановят. В селе Кальвица на тушение лесного пожара заняты 12 энергетиков. В поселке Сангар 2 сотрудника автотранспортного цеха.
Персонал кабельских электрических сетей в усиленном режиме проводит обход, осмотр линии электропередачи, сообщает пресс-служба Сахаэнерго. В связи с серьезными пожарами значительно ограничена видимость на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции работают в эти дни в усиленном режиме. В районах республики проводят массовые проверки, выставлены дополнительные наряды ДПС на региональных и федеральных автодорогах, а также на дорогах местного значения. Сегодня сотрудники ГИБДД по Горному району выехали в село Бяськюэль, сопровождая автобусы для эвакуации населения. Накануне в сопровождении инспекторов ДПС из терпящего бедствия села уже вывезли 35 человек. А управление дорог Якутии просит водителей воздержаться от поездок по автодороге Кабяй по направлению Кюрелях-Бяськюэль. Связано это также с лесными пожарами и ограничением видимости из-за дыма. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.